исключительно с улыбкой сегодняшний день мы начинаем. Дорогие друзья, 22 февраля на дворе, вторник. Это утро мы с вами встречаем, понимая, что сегодня, вероятно, единственный вторник в мире, который маленькая пятница. Почему? Потому что... Ну, по крайней мере, в этом году, да? По крайней мере, в этом году, потому что завтра все мы отдохнем в честь Дня защитника Отечества. Ну, а сегодня все-таки вторник, нужно его полноценно, продуктивно отработать. Катерина Винокурова, Павел Танин, этот день с вами вместе вновь встречаем. Да, не успели мы отойти еще от выходных, а уже впереди еще один выходной законный. Спасибо за это нашим мужчинам. Ну а сегодня в нашей программе мы расскажем, как в Москве прошла премьера фильма «Вертолет». В преддверии Дня защитника поговорим о патриотическом воспитании и о местах, где можно отучиться на защитника Отечества с нашим гостем, начальником якутского отделения вневедомственной охраны Олегом Масляком. Да, также поговорим о проекте «Таланты Якутии», а разговаривать о нем будем с руководителем команды победителей конкурса Туярой Матвеевой. И, как обычно, вас ждет много всего интересного и полезного, конечно, информативного, познавательного, а самое главное, позитивного. Ну а сегодня, обратите внимание, очень интересная дата, 22.02.2022. Такие даты обычно называют зеркальными. Обычно в такие дни бывает больше бракосочетаний, чем в обычные дни. Да. Ну, вообще, в принципе, часто люди склоняются и верят вот в эту магию чисел. Там, число палиндром, одинаковые, там, 8-8-0-8, ну, это первое, что вспомнилось в голове. Ты вообще в такие числа веришь? Да, я, знаешь, верю. Я вообще люблю очень нумерологию и верю, что числа, они все-таки имеют какой-то магические свойства и влияют на человека. Я в такие вещи верю меньше, конечно же. Тем не менее, людей, верящих в магию этих чисел, очень много, потому что, как правило, в такие даты часто назначаются росписи, да, в ЗАГСе. Люди бракосочетаются, играют свадьбы. И вот, например, по информации ЗАГСа Якутского, сегодня вот количество поданных заявлений на фиксацию, да, регистрацию брака, оно превышает классические свадебные дни, пятницу и субботу вместе взятые в этом же месяце. То есть люди верят в магию этих чисел. Ну, будем надеяться, что не зря, будем надеяться, что брак, заключенный в этот уникальный день, он действительно будет крепким и нерушимым. Да, кстати, на 14 февраля прошедший было намного меньше заявок от пар, чем вот в сегодняшнюю дату. Ну, потому что 14 февраля, оно же как бы каждый год, а вот 22.02.2022 это не уже... каждый год, раз в жизни, наверное. Только такое бывает. Ну а 22 февраля 1968 года в Западной Антарктиде начала действовать советская полярная станция Беллинсгаузен. Для станции был выбран остров Кинг-Джордж, входящий в группу Южных Шотландских островов. Да, станция была развернута для выполнения географических, геологических, разных даже биологических исследований ледового континента. Ну, какими еще датами запомнилось 22 февраля в истории человечества, узнаем прямо сейчас. На календаре 22 февраля. Сегодня отмечают Международный день поддержки жертв преступлений, День приманивания хорошего настроения, День дикой природы, День прогулки с собакой. По народному календарю в этот день чтут память преподобного Панкратия Печерского, затворника и иеромонаха. На Руси этот день проводили за хозяйственными делами. Осматривали полевой инвентарь, проверяли состояние семян и оставшиеся зимние запасы. Также в этот день начинали плести лапти. События в этот день. В 1653 году началась церковная реформа патриарха Никона. В Санкт-Петербурге основывается аптекарский огород, теперь ботанический сад Ботанического института. В Москве оркестром под управлением Рубинштейна впервые исполнена 4-я симфония Петра Ильича Чайковского. В Советской России был создан Госплан СССР. Доктор Зельман Ваксман открывает антибиотик стрептомицин.
Был запущен советский биоспутник «Космос-110» с первыми беспородными собаками на борту – «Ветерок» и «Уголек». Собаки пробыли в космосе рекордные 22 дня и благополучно вернулись на Землю. Открыта советская арктическая станция Беллинсгаузен. В этот день родились Джордж Вашингтон, первый президент США, американский государственный и военный деятель. Артур Шопенгауэр, немецкий философ. Анна Керн, русская дворянка, мемуаристка. Фредерик Шопен, польский композитор, пианист, виртуоз и педагог. Алексей Жемчужников, русский писатель и поэт, сатирик. Генрих Герц, немецкий физик, один из основателей электродинамики. Леонид Говоров, советский военачальник, маршал и герой Советского Союза. Эдуард Лимонов, русский писатель, публицист, политический деятель. Дрю Берримор, американская актриса, продюсер и кинорежиссер. Именины сегодня отмечают Ян, Тихон, Петр, Иннокентий, Иван, Геннадий, Василий. А мы поздравляем, в свою очередь, всех именинников этого дня, в том числе и нашу гостью, с которой сейчас мы будем общаться. В Якутии завершился конкурс «Таланты Якутии». Победителем конкурса стала команда «Крылья Арктики» с проектом цифровизации процесса сбора заявок от населения районов на перелеты социально значимым. И сегодня подробнее об этом мы поговорим с Туярой Матвеевой. Руководитель команды, победитель конкурса непосредственно Туяра. Доброе утро. Доброе утро. Почему решили заниматься именно вопросом авиаперевозок? Это очень сложная тема. Вообще трудно ли было работать с такой тематикой, с таким направлением? Ну, сразу скажу, что да, достаточно трудно было все это. Но мы вообще хотели сначала темой малой авиации все-таки заниматься, да, но все-таки нас немножко приземлили, да, что этот вопрос до сих пор он еще в стадии реализации, поэтому мы взяли тему внутриулусных перевозок в арктической зоне Якутии, а именно Нижнеколымские и Среднеколымские районы. Как начиналась цифровизация, да, вашего проекта? Что делали, к чему обращались? Ой, для нас сначала было это вообще все очень непонятно. Мы сначала, конечно, теорию изучили, с людьми поговорили, со знатоками, те, которые вообще очень хорошо разбираются в этой сфере, с министерством, да, с профильным Министерством транспорта, дорожного хозяйства. И потом у нас уже пошло по накатанной. Мы смогли там уже немножко задачи ставили на недельку, на вторую недельку, и вот так постепенно все по-быстрому. Потом началась работа по WhatsApp, а потом уже сделали сайт. Потихонечку. Это сколько примерно времени на все это ушло? Ну, на это ушел год. В принципе, дорогу осилит идущий. Сначала вроде сложно, а потом втягиваешься в процесс. Да, такое было, да, ощущение? Правильно. А вообще изначально ли была цель победить? Опять же, мы знаем, что вы занимались, да, очень долго этой работой. Было ли в какой-то момент, может быть, часто, да, во многих проектах бывает какое-то желание бросить все, или все-таки прям хочется дойти до конца, и, возможно, прям стояла цель победить? Как-то стимулировали, может? Нас организаторы вообще очень сильно мотивировали. К нам был прикреплен вообще тьютор, да. Мы с ребятами каждую неделю собирались. И было такое, что вот так, каждый раз собирались, вот надо же все-таки в итоге, да, все-таки стараемся для блага республики. Поэтому мы все-таки шли очень упорно, целеустремленно, и прям нас еще другие команды подбадривали, у которых проекты были такие вообще живые, и поэтому вперед. То есть такое соперничество явное, грубо говоря, там, как в спорте, оно не ощущалось, наоборот, да, все друг друга так или иначе поддерживают. У нашей команды нет, у нас вообще все вместе, каждый отвечал за свое направление, поэтому как таковых споров не было, в принципе. Говоря про команду, да, можете про нее рассказать, сколько человек, кто такие? У нас 10 человек было, вообще профессионалов своего дела. Я очень рада, что я смогла таких людей вообще найти. У нас люди из разных отраслей были. Кто-то отвечал за коммуникации, да, кто-то занимался конкретно проработкой сайта. У нас, например, Вадим, да, он вообще от и до сделал, он является студентом 3-го курса, но он сделал от и до прямо весь сайт, да.
Другие ребята даже есть, которые находятся в Мирном, во Владивостоке, и все равно без этого, благо, ну, вот у нас же сейчас Zoom появился, да, мы прям каждую неделю, именно благодаря этому Zoom, наверное, большое спасибо создателям, что такую штуку придумали. Поэтому, да, собирали с помощью Zoom, и было все чудесно. Вот тот момент, когда вы поняли, что победили, вас поздравляли, что вы испытывали? Ну, ребята вообще очень сильно обрадовались. Мы просто сидели прям и на самой защите, когда огласили, я вообще просто не поверила, потому что я думала, вот. И я прям сидела и даже не могла понять. Они все, давай, вставай. И все уже такое феерично было. Ну, какое-то облегчение сейчас появилось или все-таки все равно предстоит какая-то работа, стоят цели, задачи? Ну, появилось, наоборот, чувство, ну, вот, наоборот, долга, что вот надо далее довершить все это, ну, как бы, что сейчас, наоборот, надо собраться с новыми силами и далее работать и работать. Поэтому, конечно, хорошо, что поддержали. Мы выиграли, как бы, грант в размере 500 тысяч, да, это каждому участнику команды предоставляется. Но все-таки надо работать с проектом, и об этом тоже было сказано, и сейчас именно большая работа предстоит именно по реализации. Причем очень долго надо будет его конкретно реализовывать. Ну вот ближайшие планы реализации, что сейчас первостепенно хотите сделать конкретно? с проектом? Сейчас нам необходимо, мы сейчас работаем с Министерством транспорта дорожного хозяйства дальше, да, и с Министерством информации, связи и информации. С Министерством связи работаем и в дальнейшем пытаемся как бы его расширить ареал действия сервиса на как бы всю арктическую зону. Прорабатываем некоторые моменты, потому что чисто в техническом плане необходимо с сайтом тоже много работать. Ну, так. Деньги вот с гранта придумали, куда потратить уже? Деньги на гранты, они тратятся на обучение. То есть мы с ребятами тоже очень сильно думали, и с ВШИМом, куда все эти деньги потратить. У каждого свои интересы. Соответственно, у каждого свой профиль, кто будет где работать и так далее. Да? Кому-то интересна цифровая трансформация, которая сейчас очень модная прям. Кто-то хочет просто программки короткие, например, взять, да? Кто-то хочет именно обучение конкретное, 2-годовое, MBA, высшее. Поэтому всех по-разному. Ну, в принципе, все так или иначе на саморазвитие будут тратиться. Ну, да, на себя, да, конечно. Да. Сейчас всегда все так. Вера, ну поздравляем вас с победой еще раз. С днем рождения, поздравляем еще вас. Спасибо большое. И желаем, конечно, чтобы проект дальше развивался, он дошел до своего логического какого-то завершения. Ну, а прямо сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой вернемся. Доброе утро, Якутия. Вашему вниманию последние события к этому часу. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России предупреждает, выход на неокрепший лед опасен для жизни. Так, в Мегино-Кангаласском районе каждую последнюю неделю месяца проходит профилактическая работа, направленная на информирование граждан о возможных рисках при выходе на неокрепший лед. Сотрудники чрезвычайного ведомства провели профилактические мероприятия для любителей подледной рыбалки на реке Лена. В рамках проведения акции «Безопасный лед» и в целях недопущения происшествий, связанных с провалом людей под лед, ведутся работы с населением по правилам безопасности поведения на водных объектах поселка Нижний Бестях. В очередной раз любителям зимней рыбалки напомнили о правилах безопасности, соблюдения правил и меры личной безопасности. Выходя на зимнюю рыбалку, нужно обеспокоиться о своей безопасности и иметь теплый комплект одежды, спасательные средства, спички и веревку, мобильную связь. Также предупредить родственников, если вы уходите далеко, в незнакомые места, предупредить родственникам о том месте положения, где вы находитесь. Самое главное, не употребляйте алкоголь. Можно угореть в палатке, уснуть, палатка может загореться. Поэтому очень осторожно вообще с алкоголем. Толщина льда 1,5 метра, но существуют такие вещи, как наледь. В рамках
рамках столетия образования республики в Намском районе по поручению главы Юрия Сливцова объявлен старт социальной акции по установке 100 автономных пожарных извещателей в каждом наследии. Такая же акция под названием «Предупреди пожар, установи АДПИ» была в прошлом году. Она была создана Государственным комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. Данную акцию начали с Тастахского наследия. И до конца года должны охватить все населенные пункты Намского района с установкой не менее 100 единиц автономных дымовых пожарных извещателей. Якутские театры открывают свои двери. Возобновление работы учреждений культуры стартовало 21 февраля. Однако первые премьерные показы начнутся с марта этого года. При этом ограничения, принятые еще в прошлом году, остаются. Это 50% посадка, соблюдение дистанцирования и ношение масок. 11 марта Саха-театр откроется фестивалем Марых Чаны Чаттара тоже по программе столетия. Русский академический театр в этом году будет готовить спектакль «Как царь Петр Ара поженил». Это будет посвящено к 350-летию со дня рождения Петра I. Но вот эти новые премьеры. Ну а театр оперы и балета, здесь будет грандиозный спектакль, который мы надеемся в конце октября. Мы откроем здесь и покажем премьерный показ для наших зрителей. Это наш героический Нюргун Батур Стремительный, который в 1955-57 годах был поставлен. В феврале этого года не предусмотрено переноса нерабочих дней и длительных периодов отдыха. Единственный дополнительный выходной приходится на среду, 23 февраля, День защитника Отечества. В соответствии с постановлением правительства выходной день из субботы 5 марта перенесен на понедельник, 7 марта. В связи с этим с 28 февраля по 5 марта устанавливается шестидневная рабочая неделя. Таким образом, длинные выходные ждут россиян в марте с 6 по 8 число. Также в соответствии со статьей 95 Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. Доброе утро! Это «Утро Якутии», 22 февраля на календаре. Встречаем, просыпаемся этим утром вместе с вами. Настраиваемся на новый день. Ну и хотим напомнить, что вы всегда можете поделиться с нами своим мнением, предложить какие-то идеи для материалов нашей программы, темы для обсуждений, гостей. Для этого можете воспользоваться нашим WhatsApp номером 8 914 273 4488. Ну, также и все наши интересные материалы всегда доступны на нашей странице в Instagram _Якутии. Ну а далее мы с вами и с нашим экспертом разберем очередное интересное слово из великого русского языка, в произношении которого многие допускают ошибки. Доброе утро, дорогие телезрители! В русском языке очень много слов, и большинство из них затруднений у нас не вызывает. Но все-таки среди этого огромного количества слов есть такие, которые являются индикаторами культуры нашей речи, лакмусовой бумажкой того, насколько мы знакомы с нормами русского языка, правильно или неправильно. Такими словами являются, например, глаголы «откупорить» и однокоренное «закупорить». Нужно запомнить, что ударение в этих словах всегда падает на гласный «у». Нужно говорить «откупорить» или «закупорить». Давайте говорить грамотно. Всего доброго! Как иронично говорится, великий и могучий русского языка. Действительно, язык наш очень сложен, и много вот таких слов интересных в нем еще остается, которые не всегда мы правильно произносим. Благо, у нас есть такая замечательная подсказка, которая каждую неделю говорит и раскрывает для нас новое какое-то слово. Да, замечательная рубрика. Мы знаем и что наши телезрители ее очень любят, и мы с Пашей ее очень всегда узнаем что-то новое. Потому что это знает даже Пума, нужно говорить Куркума, да. На всю жизнь я запомнил эти строки прекрасные. Паш, ну вот когда мы ездим на отдых, даже вот просто летом проплыть по нашей реке, да, на пароме, на моторке, вот докучают чаще всего какие птицы нас
Да, Нам. Лично мне, как человеку, не умеющему плавать, докучает, в принципе, водный объект. Но вообще, конечно же, это чайки, хотя достаточно интересные такие птицы. И очень мне нравится наблюдать, как они в середине акватории нашей Лены, они пытаются бороться со встречным ветром и на месте вот так вот. Да, мне тоже очень нравится. Я люблю подкармливать еще, хотя говорят, что не стоит этого делать. Возможно, да. Но Да, вот, вот. в одном из курортных, ну не курортных, в одном кафе в Сиднее, это кафе, которое находится рядом с Сиднейским оперным театром, посетителям докучали тоже такие чайки. Но администрация нашла достаточно нетривиальный способ, как побороться с этой напастью. Давайте узнаем, как же они решили эту проблему. Посетителям ресторана и бара при оперном театре в Сиднее то и дело не по своей воле приходится делить еду с чайками. Птицы бесцеремонно садятся на столы и тащат с тарелок все, что им понравится. Заботясь о комфорте гостей, администрация заведения обратилась за помощью к специалистам из организации «Сумасшедшие собаки и англичане». Те организовали патрулирование открытой веранды. На этих кадрах работа бордер-колли по кличке Зигги и кинолога Эрика Манзини. Опыт оказался весьма успешным, говорит управляющий рестораном «Опера Китчен» Сэмми Макферсон. Я бы назвал это переломным моментом в индустрии гостеприимства. Нам теперь не нужно самим гонять птиц и волноваться о замене блюд, битых стаканах и тарелках. С 2018 года, когда заработали собачьи патрули, число авианалетов на еду сократилось на 80, а то и 85%, добавил Макферсон. В штате компании «Сумасшедшие собаки и англичане», название которой восходит к словам песни Ноэля Кауарда, заимствованным у Редьярда Киплинга, дюжина четвероногих сотрудников, работающих посменно. Сейчас на смене Карла Шуберт и Рейзи из породы австралийский келпи. По словам Карлы, реакция отдыхающих самая положительная. Поначалу люди не могут понять, чем они с Рейзи занимаются. Ясность наступает, когда они возвращаются после 5-минутного перерыва на туалет. Пока их не было, начали бесчинствовать чайки. Натали Мур из Канберры считает, что Рейзи благотворно влияет на атмосферу в ресторане. Она такая милая и дружелюбная, говорит туристка. На время локдауна, который носил в Австралии особенно строгий характер, сотрудничество с собачьими патрулями было приостановлено. Теперь оно возобновилось. Возможно, решение и нетривиальное, но вопросы некоторые, конечно же, вызывают. Вот так, например, фактически выполняют собаки роль охраны правопорядка вот на территории кафе. Получают ли они за это зарплату? А мне вот все-таки кажется, уж лучше пусть кричат чайки, чем и чайки, и лают собаки. А ты сидишь такой, обедаешь. Ну, а собака лает, караван все равно идет. Тем временем, после выхода на экранах в Якутии нашего якутского фильма «Вертолет» состоялась наконец-то премьера и в Москве. А в кинотеатре «Иллюзион» зрителей приветствовал режиссер Михаил Лукачевский. Вот как вообще якутский фильм встретили в столице России? Об этом расскажет наша коллега Айсена Бурнашова. Фильм рассказывает о семье с младенцем, которая приезжает в отдаленную северную деревушку навестить родителей. Теплые встречи, объятия с родными, но счастье длится недолго. Героев постигают тяжелые испытания. Все в стиле психологического триллера, драмы и мистики. Размытые дороги, отсутствие связи и электричества, ребенка постигла дизентерия. Единственным спасением может стать вертолет. Молодые родители с надеждой всматриваются вдаль, не зная, что за них решение уже приняла судьба. Мы, как северяне, ждем вертолета как Бога, да? Что Он нас спасет, что Он нас покормит, что Он нас отвезет, увезет. Но на самом деле фильм об отношениях людей, об отношениях поколений. Съемки фильма проходили в мае 2015 года в Аймяконском Улусе. Съемочная группа прошла через снег, лед и холод, и всего за 1,5 месяца лента была отснята. Чувство отчаянной безнадежности, кадры тяжелой жизни на севере тронули сердца зрителей. Это «На злобу дня» фильм, такой фильм, который освещает жизнь наших северных районов. Но я знаю, что Лукачевский концептуальный режиссер, у него всегда есть какие-то интересные ходы. Его даже можно поставить на одну линию с какими-то очень знаменитыми режиссерами и найти переклички.
Показы фильма «Вертолет» будут идти в иллюзионе еще 2 недели. Жители Москвы также увидят и другие фильмы Лукачевского, драму «Дорога» и «Белый день». Они выйдут в рамках спецпоказов. И «Вертолет», и другие якутские фильмы, они участвуют в значимых фестивалях, там «Кинотавр», «Окно в Европу», они выходят куда-то на Запад. И просто я думаю, что для наших зрителей важна возможность видеть эти фильмы не потому, что они якутские, а потому что это просто действительно очень хорошее, качественное авторское кино, которое вот мы стараемся у себя показывать. Айсана Пурнашова, Виктор Олесов, Москва. Ну а мы напомним, что уже с прошлого четверга фильм «Вертолет» идет во всех кинотеатрах нашей республики. Ты успел посмотреть? Я Паш? не успел посмотреть еще. И много-много чего я еще не успел посмотреть. Надеюсь, вот завтрашний день поможет мне как-то это наверстать. Устроишь себе день просмотров фильма. Тем более последние 2 недели были они у меня посвящены главному для меня событию любой зимы каждые 4 года. Это зимняя Олимпиада. Столько валидола я выпил, наблюдая за нашими спортсменами. И как бы, да, скандалом омрачилась для нас немножко Олимпиада. Тем не менее, этот скандал показал, как мы можем вот за одного спортсмена, казалось бы, вчера, которого, может быть, многие и не знали, ну, кроме там фанатов фигурного катания в данном случае, и сплотиться хотя бы морально, и вот эту поддержку, показать свою поддержку, и продолжают эту поддержку показывать. Так, например, в Петербурге в одном из кафе сделали специальный десерт и назвали его в честь Камилы Валиевой, нашей фигуристки. Непосредственно в кадрах вот сейчас можно увидеть грациозные золотые коньки на миниатюрном катке-бисквите. Композиция десерта венчает фиолетовая бабочка, возвышающаяся над изделием. И идея создания десерта появилась на фоне как раз-таки обвинения Валиевой в употреблении допинга. По словам рестораторов кафе, уже направила фигуристке приглашение опробовать новый десерт. Завоевавшая золото в командных соревнованиях фигуристка Камила Валиева была временно отстранена от участия в Олимпиаде после обвинения в употреблении допинга. В дальнейшем дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА отменил временное отстранение, хотя расследование дела официально окончено не было. Позднее фигуристка вернулась на лед для участия в личном зачете Олимпиады, однако не смогла завоевать еще одну медаль из-за ошибок в произвольной программе. Мы все следим за спортом, все мы смотрим, что происходит в мире, и родился этот десерт. Было много задумок, и вот последняя из них – это коньки, это лед, здесь будет еще пламя. Соответственно, и Камила Валиева, вот, соответственно, ее первое выступление было в сиреневом костюме, бабочка хрупкая, соответственно, это она, символизирует ее. Ну, достаточно интересная такая достаточно история интересная, потому что фактически придуман новый блюдо, которое может же потом растиражируется и будет готовиться много где. И да, и можно попробовать приготовить его также и нам. Когда-нибудь мы дойдем до десертного искусства и будем готовить десерты в том числе. Ну, а вообще Олимпиада закончилась, это были прекрасные 2 недели. Особенно порадовала в прошлую пятницу наша сборная России по хоккею, которая довела до инфаркта меня почти своей серией буллитов. Это было незабываемо. Хоть и серебро только взяли, все равно ребята, парни наши, молодцы. Ну, а тем временем наша передача продолжает рассказывать, показывать о многом интересном, посвященном нашей Якутии, в честь, конечно же, столетия Якутской ССР, которое в этом году мы все отмечаем. Да, вот знали ли вы, что, к примеру, в начале 20 века в Якутии в качестве денег использовали винные этикетки? А сегодня мы узнаем об этом подробно. Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня мы поговорим о таком понятии, как винные деньги Якутии, и об их создателе Алексее Алексеевиче Семенове. Сам Алексей Алексеевич Семенов родился в 1882 году в бедной крестьянской семье в селе Тамир Кяхтинского района на территории современной Бурятии. До революции он работал в различных торговых домах, например, как Коковин и Басов, то есть вообще был связан именно с финансовыми организациями. И именно после революции 1917 года он вошел в число руководителей республики, а именно вот в управленческую сферу вошел. И когда в России началась гражданская война в 18 году, и то, что на фоне этого вообще на всей территории бывшей Российской империи, а уже Советской России,
начался большой экономический кризис, дефицит денежной массы, который, в частности, и случился и у нас в Якутии. И из-за дефицита денежной массы было принято решение использовать вместо банковских билетов винные этикетки. А именно это от Кагора, Мадеры и Апорто. Главным образом эти этикетки имели номинал от 1 до 25 рублей. И почему вообще избрали такую меру? Потому что сами винные этикетки, они очень сильно похожи на деньги. И учитывая то, что местное население по большому счету было неграмотным, эти винные этикетки вполне сошли за аналог банковских билетов. И эти банковские билеты, в принципе, являются интереснейшим артефактом. И сохранились они до наших дней благодаря тому, что сам Алексей Алексеевич Семенов еще в юные годы свои был знаком с Максимом Горьким, с которым он познакомился на Капри, и отсылал ему эти самые денежные знаки, то есть винные этикетки, которые впоследствии сохранились у Максима Горького. И таким образом они дошли до наших дней и до нынешних коллекционеров. Алексей Алексеевич Семенов является необычайной личностью, весьма, скажем так, может быть, малоизвестный для кого-то. Но, несмотря на все это, все-таки было бы замечательно, если бы мы больше знали о таких людях, которые внесли огромный вклад в развитие вообще и нашего города, и вообще республики в целом. К сожалению, Алексей Алексеевич Семенов, он закончил свою жизнь в период сталинских репрессий, он был арестован, и в ходе этих репрессий покинул этот мир. И только уже во времена, скажем так, осуждения культа личности Сталина, а именно в 1956 году, Алексей Алексеевич Семенов был реабилитирован. Уже завтра все мужчины в нашей стране, ну, точнее, вся Россия будет отмечать мужской праздник, День защитника Отечества. Ну, сейчас он в обиходе, конечно, называется Днем мужчин, так упрощенно, но вообще, да, День защитника Отечества, и неспроста, потому что в этот день, в свое время, 23 февраля, была основана рабоче-крестьянская Красная Армия. Да и вообще, в традициях нашей страны служба воинская, она всегда как-то в почете была, а офицерский статус, так это вообще было очень-очень престижно. Вот о тех людях, которые наш покой охраняют в том числе, мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это начальник Якутского отдела вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Саха-Якутия, майор полиции Олег Масляк. Доброе утро. Доброе утро. С наступающим вас праздником. Вас также. Ну, собственно, поговорим, да, о тех, кто нас в данном случае охраняет наш покой, пока мы спим, в том числе. Как сегодня, какие требования предъявляются к кандидатам, которые хотят поступить на службу в войска Нацгвардии? Основные требования для поступления на службу, это является, в первую очередь, возрастной ценз. Граждане должны быть совершеннолетними. Для мужчин от 20 лет, то есть отслужившие в рядах вооруженных сил российской армии. Второе, это идет у нас здоровье, в первую очередь должно быть по здоровью, отсутствие судимости, необходимо образование должно быть не ниже среднего, то есть 11 классов и высший техникум, прочее. Также у нас на службу принимаются девушки, для девушек все то же самое, ну, за исключением службы в рядах вооруженной армии. Ну и самое основное, это желание служить, работать в данной структуре. Я думаю, имеет смысл сейчас уточнить, что вообще, какие подразделения входят сегодня в состав Нацгвардии. В состав Росгвардии у нас входит это подразделение спецназа, это у нас ОМОН, СОБР, также входит в систему Росгвардии лицензионно-разрешительная система, вневедомственная охрана, вот мы, и также специальный авиационный отряд особого назначения. А профильные учебные заведения какие-то имеются у Росгвардии? Да, конечно, по России имеются профильные институты военные. Это у нас в городе Новосибирске, в Санкт-Петербурге, в Саратове, в Перми имеются учебные заведения высшего образования. Данные учебные заведения подразделяются, различия, это по профилю предоставления обучения. То есть в Санкт-Петербурге у нас правовое обеспечение национальной безопасности, также психология. Пермский институт у нас предполагает такие факультеты, как техническое обеспечение, материальная связь. В Новосибирске у нас также правовое обеспечение. То есть при поступлении в институт абитуриент, студент выбирает, что он хочет для себя, как дальше служить, в каком направлении, что ему интересно, и от этого уже зависит профиль института. Олег Николаевич, мы поговорили про
грубо говоря, критерии отбора, скажем так, это вот здоровье, и служба в армии для мужчин, возраст. А какие вот именно качества должны быть у человека, поступающего на службу в Росгвардию? Качеств можно перечислить очень много, начиная с смелость, прочее. Я считаю, что основными качествами это должно быть первое — ответственность. То есть человек, который решил связать свою жизнь со службой, должен понимать всю ответственность того, к чему он стремится. То есть работа, она больше даже как не работа, она служба, это как образ жизни. И человек должен все серьезно понимать, к чему он идет. То есть он несет ответственность как за себя, как за своих коллег, так и за граждан, выбирая данную профессию. То есть немножко даже так сказать, человек должен быть мотивированный и должен четко понимать, чего он хочет и для чего он вообще выбирает эту службу. Второй момент, я считаю, что это трудолюбие, которое должен обладать человек, потому что наша служба, она не нормированная. Мы можем работать и всю ночь, и до утра, и в праздники. В праздники, выходные дни мы, как говорится, у нас самый усиленный режим работы. То есть когда граждане празднуют, отмечают, теряют свою немножко бдительность, расслабляются, отвлекаются на другие моменты. То есть шанс для преступника в этот момент мы и должны, как говорится, активно работать. Коммуникабельность, в первую очередь коммуникабельность. Так как мы работаем с населением, сотрудник должен уметь разговаривать с людьми, быть вежливым, культурным, выражать свои мысли четко в такие моменты. И основное качество, я так думаю, что еще должен быть характер у человека быть. Даже, может быть, сотрудник не преобладать какими-то большими физическими возможностями, но когда сильный у человека характер, помогает ему в службе, должен обращать внимание на проблемы какие-то. Даже в неслужебное время должен осознавать, что он не может пройти мимо какого-то совершения преступления, правонарушения, всегда должен прийти на помощь гражданам, нашим коллегам, своим товарищам. В какие-то даже моменты ставить свою, как говорится, жизнь наших коллег и наших граждан выше своей. А расскажите нам, почему и как вы попали в Росгвардию? Да, конечно. Желание служить у меня было еще со школы. Очень большое было желание именно связать свою жизнь с правоохранительной системой. То есть 10-11 классы я вот прям конкретно готовился при поступлении. Служба начиналась с юридического института здесь в городе Якутске, Дальневосточный юридический институт. После этого я работал при милиции еще, так сказать, службу свою начал. Я работаю в уголовном розыске. И в управлении экономической безопасности работаю, в ГИБДД работаю. Сейчас связал свою жизнь с 2018 года с войсками Национальной гвардии, новая, так сказать, структура, образовавшаяся с 2016 года. Можно сказать, попробовал себя во всех сферах правоохранительной деятельности, ни на минуту не жалею, что связал свою жизнь со службой. Со всех сторон ракурсные. А вот вы сказали, да, что у вас уже со школы было желание связать свою судьбу с правоохранительными органами, может быть, со службой как таковой. Как-то влияли ли на это, может быть, какие-то патриотическое воспитание конкретно на вас, может, повлияло? И сегодня какое патриотическое воспитание проводится для детей, для подрастающего поколения? Да, конечно, влияние было оказано. У нас в школе были патриотические классы, которые уже на тот период рассказывали нам о службе, о истории, о возможностях, о желании, прививали, так сказать, патриотизм нам. Сегодня также мы продолжаем работу. У нас есть непосредственно классы Росгвардии, так сказать, новое направление работы с молодежью, так сказать, с подрастающим поколением. Это у нас в городе Якутске есть в 6-й школе, в Хатасской средней школе есть. В Мегино-Кангаласском районе у нас есть непосредственно классы Росгвардии, так они называются. Но помимо этого, по республике активно ведется с населением. Это активно мы работаем как с юной армией, с военно-патриотическими кружками. Как, например, в городе Алекминск у нас есть военно-патриотический кружок, «Альфа» называется. Там на общественных, так сказать, началах возглавляет именно сотрудник невинства охраны и проводит занятия у нас с подрастающим поколением. Потому что это у нас остается одной из важных задач именно воспитания у молодежи, понятия вообще всего вот этого патриотизма, необходимости, ценностей, каких-то семейных ценностей, традиций семейных. У нас очень богатая история вообще России, очень богата у нас героями России, героями Советского Союза, участниками, героями войн. И у молодежи, мне кажется, должно быть представление, как на самом деле должен выглядеть настоящий воин, мужчина, герой.
немножко так отвлекусь, не то, что нам показывают много с телевизоров. То есть образ именно героя, защитника Отечества должен быть у молодежи четко представлен, как он должен выглядеть. Мы знаем, что росгвардейцы проводят активно благотворительные мероприятия. Расскажите об этом немного. Да, активные мероприятия мы проводим. В основном наши мероприятия направлены на такую категорию граждан, так говорится, социально незащищенных. Это у нас в основном дети-инвалиды и пенсионеры, одинокие пенсионеры. Работая с детьми-инвалидами, как в городе Якутске, так и в районах, мы активно стараемся им помогать, создавать им комфортные условия, чтобы дети себя не чувствовали, грубо сказать, как изгоями. То есть каждые праздники стараемся приезжать, поздравлять, что-то где-то, если есть необходимость, там, где-то какие-то предметы подарить. Проводим мероприятия, если у себя в отделе с привлечением детей-сотрудников. Всегда стараемся приглашать этих детей, чтобы дети были в социуме, чтобы у них не было вот этого понимания, что они никому не нужны. То есть приобщались, жить к обществу. Очень хорошая практика, дети себя комфортно чувствуют, ну и дети сотрудников играют, то есть никто этого не замечает, то, что есть какие-то недостатки. Такая инклюзивность даже получается. Да. Ну с ветеранами, да, вот мы вот тоже с ветеранами, с пенсионерами также посещаем на дому, следим за ними состоянием, где-то в весенний-осенний период оказываем помощь, там, тот же самый уборки снега. Продукты привозим. И бывают такие моменты, что одинокому пенсионеру достаточно, чтобы кто-то из сотрудников у нас приехал, просто посидел, попил чай, и будет достаточно. Олег Николаевич, спасибо вам за участие в нашем эфире. Мы поздравляем вас с праздником, ваших коллег с праздником. Спокойной службы вам желаем, особенно в этот день. Да. Ну и спасибо, что пришли в этот день к нам, накануне праздника. Прямо сейчас прервемся на небольшую паузу, после которой вернемся. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Правительство предлагает ввести обязательное обучение и экзамен для людей, которые планируют впервые получить охотничий билет. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Государственной Думы в весеннюю сессию. Сейчас граждане должны под роспись ознакомиться с требованиями охотминимума. Авторы законопроекта предлагают обязать будущего охотника выучить правила охоты, технику безопасности и основы биологии диких животных. Получить охотничий билет он сможет, сдав экзамен и предоставив медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к владению оружием. С 1 марта обучающиеся Северо-Восточного федерального университета перейдут к традиционному обучению. Данное распоряжение не коснулось учащихся медицинского института. Обучающиеся же по гуманитарным направлениям выйдут частично. Напомним, что студенты перешли на дистанционную форму обучения с 24 января. Обучающиеся же всех курсов заочной формы продолжают обучение в дистанционном формате. По какому-то направлению первокурсники, где-то выпускные курсы. Это выбирает само учебное подразделение, определяет. И у нас распоряжение по этому поводу уже подписано. И надеемся, ситуация будет улучшаться, и постепенно мы выйдем уже полностью на 100% научный формат обучения. Будем заселять при наличии отрицательного ПЦР-теста каждого студента, который будет заселяться. Мы будем уже брать анализы, и по итогам этого уже будем заселять. Более 1000 молодых людей в этом году освоят новые профессии и трудоустроятся в крупные предприятия. Этому способствуют два молодежных проекта. Во-первых, проект «Старт к успеху», который запустили в прошлом году, в рамках которого организуются краткосрочные курсы для молодежи, стоящих на учет в центрах занятости в возрасте от 16 до 35 лет. И проект «Пуск», который с этого года охватывает 3 района и проводит курсы на местах именно в строительной сфере. Сейчас только в Горном районе подано более 30 заявок. Молодых людей особенно интересует профессия сварщика. Все курсы проходят на бесплатной основе, также обучающимся выплачивается стипендия. Проект «Старт к успеху» в прошлом году отработал в 6 улусах, показал свою результативность, поэтому он в этом году будет распространен на все улусы республики. Проект «Пуск» был запущен в прошлом году, тоже показал свою эффективность, и в этом году он запускается на 3 улуса. Это Горный, Усалданский и Амгинский.
Тем временем у выпускников 9 классов осталась неделя, чтобы определиться с дисциплинами, которые им предстоит сдавать по выбору. Соответствующие заявления принимаются до 1 марта. В этом учебном году в Алданском районе аттестаты о среднем образовании получат 466 девятиклассников. Ожидается, что государственная итоговая аттестация в этом году будет проходить в доковидном режиме. Если в 2021 ОГЭ сократили до 2 предметов, то теперь школьникам предстоит сдавать как обязательные экзамены, так и дисциплины по выбору. Расписание утверждено. Основная волна продлится с 20 мая по 15 июня. Главным нововведением станет переход на систему 2.0. Впрочем, название технологии не должно пугать и обескураживать выпускников. Нет, технологию 2.0 бояться не надо. Для ребят она точно такая же приемлемая, как и раньше. Но это большую должность, большее значение имеет для, конечно, организаторов аудитории. Потому что прием контрольно-измерительных материалов и распечатывание будет проходить у нас непосредственно в аудитории. А сами материалы будут сканироваться непосредственно в штабе. Поэтому для ребят здесь никакой боязни, трудностей нет. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Утро Якутии. Мы продолжаем в этот день встречать вместе с вами Катерина Винокурова, Павел Танин. Кстати, самая хорошая информация, если вы вдруг только-только включились и такие, что же там было, это первые 50-40 минут, что там, как посмотреть на YouTube. Появляются все повторы наших выпусков. Заходите, пишите Якутия24, и там все будет, все посмотрите. Часто мы спорим со своими друзьями и знакомыми после выхода очередной экранизации литературного произведения, что лучше, книга или фильм. Нам кажется, что и у кинематографического воплощения, и у литературного первоисточника есть свои плюсы. Да, и сегодня в рубрике «Книжная полка» расскажем как раз-таки о книге под названием, называется она «Дикая». Она, кстати, легла в основу экранизации в одну из ведущих ролей, в которой исполнила Риз Уизерспун. Доброе утро. Сегодня в рубрике «Книжная полка» на телеканале Якутия-24 НВК Саха мы поговорим с вами о книге, которая называется «Дикое опасное путешествие как способ обрести себя». О чем же эта книга? Когда жизнь становится черно-белой, когда нечего терять, когда нет ни цели, ни будущего, ни желания жить, люди порой решаются на отчаянные поступки. Так, потеряв мать, разрушив свой брак и связавшись с наркоманом, Шерил дошла до той черты, за которой зияла бездна. Ей нужна была веская причина, чтобы начать свою новую жизнь, перестать заниматься саморазрушением и попытаться спасти себя. Так начался ее новый путь. Поход Шерил был не только трудным, но и опасным. Ей пришлось пройти 27 километров по палящей пустыне с небольшим запасом воды, пройти по узкой тропе, расположенной свыше 2000 метров над уровнем моря, и взобраться на заснеженную гору с рюкзаком весом 36 килограмм. Но что же было сложнее? Выдержать тяжелейшие условия или найти ответы на свои вопросы? Полная опасности и приключения позволила Шерил кардинально изменить свою жизнь, обрести душевное равновесие и гармонию. Откровенный и эмоциональный рассказ женщины, преодолевшей себя, вдохновляет на наведение порядка в собственной жизни. Книга станет хорошим подарком для ценителей качественной прозы и вдумчивого чтения. К тому же бонусом здесь выступит то, что главной героиней является сама писательница Шерил Стрейт, перенесшая все тяготы жизни на себе, но, тем не менее, пришедшая к счастливой жизни. Я желаю вам приятного чтения. До новых встреч. Что ж, Олимпиада в Пекине уже закончилась, но многие жители и гости так и не успели приобрести себе главного символа Олимпиады – панды Бинь-Дунь-Дунь. Все сувениры с его изображением прям разлетаются с полок. Да, вообще махом просто невероятно. Подробности об этом в следующем сюжете. Когда панду Бинь-Дунь-Дунь, талисмана Олимпийских игр в Пекине, впервые представили публике 2,5 года назад, реакция зрителей в социальных сетях была довольно вялой и скептической. Многие говорили о ней как об очередном бездумном использовании животного как символа китайского мероприятия. Однако все изменилось 2 февраля, когда японский тележурналист Гида Цудзиока во время прямой трансляции показал сувениры с Бинь-Дунь-Дунь.
Видео быстро стало вирусным, а в официальный магазин Олимпиады в главном медиацентре в Пекине выстроились огромные очереди. Талисманы были распроданы за несколько дней, а поставки новых игрушек были налажены не сразу, поскольку церемония открытия игр пришлась на празднование китайского Нового года, когда фабрики были закрыты. Товары с Биндунь-Дунь вскоре снова появились на прилавках, однако, чтобы купить их, по-прежнему нужно отстоять несколько часов в очереди. Причем в каждой руке отпускается лишь один талисман с пандой. Сотрудники центра говорят, что не прочь провести несколько часов, ожидая входа в магазин. Моя племянница попросила меня купить футболку, а коллега привезти сувенир для него, так что это я буду искать в первую очередь. Честно говоря, я не знаю, зачем мы все здесь стоим. По-моему, это какое-то безумие. Впрочем, слава панды Биндунь-Дунь может оказаться весьма мимолетной. Ряд спортсменов говорили, что получить игрушку проще, завоевав медаль. Такое ощущение, что люди, хотящие купить Биндунь-Дуня, они не знают о существовании одного китайского маркетплейса. Интересно, дойдет ли этот символ до Якутии? Ну, мне кажется, дойдет в любом случае. Конечно, сейчас первая волна, Олимпиада утихнет постепенно, эйфория сойдет, и уже такого спроса, ажиотажа, скорее всего, не будет. На этом позитивном таком олимпийском аккорде мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. И, к сожалению или к радости, завтра нас в эфире не будет, потому что завтра мы всей страной будем отдыхать. Да, дорогие наши мужчины, дорогие наши зрители, мы поздравляем вас с наступающим праздником. Будьте нашими героями, оставайтесь ими всегда. Здоровья вам крепкого и оставайтесь с нами. Да, ну а к нашим поздравлениям присоединяются и женщины со всей нашей необъятной прекрасной республики. Хорошего вам дня, с наступающим праздником. Хочется от имени женщин, представительств прекрасного пола, поздравить с замечательным праздником, пожелать им крепкого здоровья, молодым парням отслужить в рядах, отдать свой долг. Желаю всем, конечно, крепкого здоровья. Дорогих наших мужчин, отцов, братьев, поздравляем с этим наступающим 23 февраля. Желаем, чтобы они также были сильными, такими же сильными, всегда нас защищали, и всего самого хорошего, главное здоровья и семейного благополучия. Уважаемые мужчины, мы поздравляем вас с таким прекрасным праздником 23 февраля. Желаем оставаться здоровыми, крепкими и быть нашими защитниками даже в мирное время. Я поздравляю всех наших мужчин якутских с таким прекрасным, мужественным праздником 23 февраля. Всем желаю очень крепкого здоровья и иметь очень крепкую семью, хороших друзей, удачи, успеха во всем. Дорогие мужчины, оставайтесь все время мужчинами и дарите радость всем женщинам, независимо мама, бабушка, любимая женщина, всем женщинам. Поздравляю вас с праздником. Поздравляю, естественно, всех мужчин и города, и нашего предприятия водоканала. Желаю счастья, здоровья, удачи, достатка, чтобы дети любили и уважали старшее поколение, и маленькие, чтобы росли, слушались. И всего хорошего. Защитники, мы на вас надеемся. Мы вас любим. Так, мужчины, всем стоять. Будем вас мы поздравлять. В День защитника отчизны мы хотим вам пожелать. Быть здоровыми всегда, отдыхать лишь иногда. Дамам в сердце помогать, всю зарплату отдавать. Чтобы женщины любили, понапрасну не пилили. Чтоб начальство вас поменьше вызывало на ковер, а зарплата позволяла расширять свой кругозор. Поздравляем!